замечательная музыкальная школа представляет для вас концерт, который мы назвали «Фортепианные жемчужины Татарстана». А кто скажет сейчас быстро столицу Татарстана? Отлично, молодцы. Ну, конфет у меня нет, но в следующий раз. Спасибо, молодцы. Итак, конфеты надо, тут надо чак-чак. Чак-чак, да. Итак, значит, у нас сегодня замечательные гости. Композитор, член Союза композиторов Татарстана, член Союза композиторов Российской Федерации, пианистка, замечательный человек, наша очень хорошая подруга Алсу Абдуллина. И ученик детской музыкальной школы имени Олега Лунстрома. Кстати, скажите, кто такой Олег Лунстром? Кто знает? Это певец. Громче скажи. Это такой певец. Певец? Ну, нет. Оркестр джазового, да? Вот, подсказывает. Так, у нас в школе этот оркестр был. Да, кстати, он к нам приезжал, помните? Вот. Нурислам Мухтаров. Добрый вечер, уважаемые зрители, дорогие дети. Сегодня я хочу вам представить такую программу, которая будет состоять из одних из лучших пьес композиторов Татарстана. Первая пьеса, она называется «Птицы над Кремлем». И эту пьесу написал Рашид Калимуллин, человек, который теперь уже живет долгое время в Москве, председатель Союза композиторов не только Татарстана, но и России, мой учитель. Я думаю, может быть, эта пьеса также подойдет и для вашего замечательного города, ведь в Москве тоже есть Кремль. Давайте попробуем окунуться в историю и представить этих замечательных птиц, которые летают над Кремлем.
что все вы, особенно в раннем детстве, очень-очень любили бывать там. И, наверное, сейчас любите, и взрослые тоже там любят бывать. Как же вы думаете, какое место вам очень нравится с детства? Там очень весело, шумно, музыка гремит. Интересные бывают артисты. Иногда на 4 лапах. Молодцы, ребята! Какие вы все умные! Здорово! Следующая пьеса, которую написал композитор Юрий Виноградов, так и называется «Танец клоуна». Следующая пьеса про одно животное, которое тоже иногда выступает в цирке. Пьеса называется «Танцующий носорог». Это моя пьеса. Ну вот у нас теперь носорог потанцевал. А вообще какие танцы вы знаете, ребята? Ну, отвечайте, дорогие, вы что? Про котят, да? А как же сами танцы называются? Полька бывает, да? Еще какие, знаете? Вальс, да, замечательный танец. И вот теперь я хочу вам сыграть замечательный вальс основоположника татарской профессиональной музыки, человека, который основал Казанскую консерваторию в далеком 1945 году. Этот человек Назип Жиганов.
немножечко вам рассказать про Назиба Жиганова. Это был уникальный человек. Он первый раз увидел рояль, вы представляете, в 17 лет. Он воспитывался в детском доме, потому что он рано осиротел. Жизнь была у него непростая. И вот было уже упомянуто имя Олега Лундстрома. И вот имя Олега Лундстрома неразрывно связано с именем Назиба Жиганова, потому что когда лундстремовцы, шанхайцы приехали в Советский Союз в 1947 году, они приехали, знаете куда? В город Казань, в Казанскую консерваторию. Так что вот это тоже очень интересный факт. Следующее произведение это вообще песня. Вернее, это танец, который поется со словами. Татарский национальный танец, который называется «Эпипе». Может быть, кто-то слышал это название. И вот такой замечательный композитор был Рафаэль Белялов. Он написал такую очень шутливую песню, называется «Сыграешь за минуту?». Она основана на вот этом танце «Эпипе». Вот. Я сейчас попробую сыграть, а вы засекайте время. Минута получится или 5? Сейчас узнаем, на что ты способна. Следующая пьеса замечательного композитора Александра Сергеевича Ключерева. Это один из таких... Да, не Пушкин, нет, Ключерев. Знаете, вот какой интересный факт из его жизни? То, что он вообще, он был совершенно, так сказать, по происхождению русский человек, блестяще знал татарский язык. Лучше многих татар, наверное, даже знал татарский язык, собирал татарский фольклор. И вот сейчас я сыграю... Это вообще песня, которую он написал, называется «Утренняя серенада». Но я очень люблю это произведение и переложила для фортепиано. Итак, Александр Ключерев «Утренняя серенада».
Олегу Лундстрому, Александр Ключерев – первый татарский композитор, который написал для оркестра Олега Лундстрома вот здесь, в Казани, произведение. Она так и называется «Татарская самба». И до сих пор входит в репертуар нашего филармонического джаз-оркестра. А следующее произведение – это также песня нашего замечательного композитора Рустема Яхина, автора гимна Татарстана, человек, который внес огромный вклад в татарскую музыку. У него свыше 400 песен и романсов, и практически все они очень популярны, исполняются различными певцами и не только. Называется пьеса «Соловей» и посвящена, так сказать, соловью татарской музыки Ильхаму Шакирову, который первый исполнял это произведение. Это тоже вокальное, но в переработке самого автора для фортепиано. Там, где соловьи поют, там, наверное, недалеко и до леса дойти, а в лесу мы можем встретить очень такую хитрую плутовку. Молодцы! Совершенно верно. Сейчас Нурислам Мухтаров исполнит произведение Рашида Калимуллина, которое так и называется «Лиса проказница». Давайте поприветствуем.
уже не про дикое, но домашнее животное, но оно, честно говоря, тоже довольно-таки диковатое. Вот я сейчас сыграю, ее тоже написал Рашид Калимуллин. Попробуйте отгадать, про какое же домашнее животное написана эта пьеса. Значит, сначала надо послушать. Ну, ребята, попробуйте отгадать. Нурислам, а ты молчи. Ну, говорите. Какое же домашнее животное? А, ребята. Крокодил, Ну, конечно, его можно держать дома. скибиди туалет. Он в каждом доме есть. Баран, козла, петух, бык, бешеный. Прозвучал правильный ответ. Бык. Ну, а следующее произведение это песенка Оно во всех. «Символ Казани». Оно называется «Кот казанский». Песенку написал Рашид Калимуллин, а исполнять будет Нурислам Мухтаров. Я известный кот казанский, всех красивей и смелей. Я красивый, я веселый, всех удачней и смелей. Я красивый, я веселый, всех удачней и смелей. Мяу, 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 всех смелей. Мяу, 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 всех красивей и смелей. Мяу, 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 всех смелей. Мяу, 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 всех красивей и смелей. Я веселый, я и мудрый, похвалить себя люблю. Черноусый, чернокудрый, я вам песенку спою. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Мяу! Вот теперь вы познакомились с символом Казани, казанским котом. Ребята, а вы, наверное, любите сказки, да?
А вот у меня есть такое произведение, называется «Восточная сказка». Наверное, вы знакомы с арабскими сказками, да? Там «Злой царь Шахрияр» и Шахерезада, которая рассказывала ему каждую ночь на протяжении 3 лет сказки. Вот теперь попробуйте, окунитесь в атмосферу вот этих восточных сказок. А фильмы, наверное, вы любите смотреть? Какие вы активные, молодцы. А знаете что, вот раньше, свыше 100 лет, когда кино только-только начинало свой путь в мире, оно было немым, да? Так и называли, великий немой, да? Вот это искусство, когда еще звука не было. И когда в кинотеатрах показывали фильмы, аккомпанировали топеры, да? То есть они подстраивали свою музыку под кадры, которые возникали на экране. И вот у меня есть одно произведение, которое называется «Старое кино». Оно написано как бы в стиле вот этих старинных рэктаймов и таких как бы джазовых произведений, которые служили в качестве аккомпанемента. А теперь мы будем, наверное, совершим небольшое путешествие вокруг земного шара. И первое путешествие, куда мы отправимся, город Сеул. А что же это за город? Кто знает? Молодцы, да, это Южная Корея. Это пьеса из цикла, которую написал Рашид Калимуллин «Города мира». И вот несколько пьес я вам сыграю. Итак, первый город Сеул.
Следующий город – город Иерусалим. Где находится этот город? Молодцы. Следующее произведение перенесет нас в далекую Норвегию, город Берген. И вы услышите здесь шум прибоя, фьорды, сильный ветер и завораживающую музыку.
всемир итальянской музыки я хочу пригласить сюда нашего замечательного друга, настоящий итальянец, Карло Визентини. Музыкант, фотограф. Скоро мы ждем выход в свет его автобиографической книги. Человек, который блестяще владеет русским языком. Во-первых, всем привет. Я сегодня окунулся в ту извините, в ту атмосферу, которую я прожил в молодости, потому что я тоже сын незрячих родителей. И поэтому я с вами дружусь. Извините мое настроение. Я очень рад, что Алсу меня привезла сюда. Первый раз в Москве, в Институте слепых. И Алсу это мой любимый, хороший друг из города Казани, вместе с ее сестрой Леной. И поэтому для меня это большая честь быть с вами, с моей скромной музыкой. После столько музыки, мои ноты, мне кажется, не знаю, они недостойны к этой публике. Но все-таки я попробую сыграть одну песню. Мы с ней сыграли очень красивый концерт в городе Чебоксары недавно. Этот концерт посвящен нашей легенде итальянской музыки Джино Паули. И я сыграю одну песню, которая не входит в программу этого концерта. Она очень медленная, скучная, но она очень красивая. Называется «Che cosa c'è?». По-русски «Che cosa c'è» значит «Что с тобой?», «Что происходит?». Это она, которая спрашивает у него «Что с тобой?». И он отвечает «Я в тебя влюбился». Cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene se solo siamo insieme, se solo tu mi sei vicino. Che cosa c'è? Mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene se solo siamo insieme, se solo tu mi sei vicino. Come ti amo non posso spiegarti, non so cosa sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento puoi capire anche da te che cosa c'è, c'è che mi sono innamorato